Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я рада ее представить. Сегодня нашу студию украшает Надежда Петрова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Надежда Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Прекрасно выглядите. Спасибо за приглашение. Вас с наступающим Новым годом. И как раз сейчас такие дни, когда мы все оглядываемся назад, подводим итоги и, конечно же, отмечаем какие-то важные события и в личной, и в профессиональной жизни. Давайте сегодня поговорим, начнем наш разговор с того, что вы расскажете, может быть, о каких-то значимых мероприятиях, событиях с профессиональной точки зрения для вашего места работы Республиканской больницы номер 2. Да, конечно, с удовольствием. В первую очередь поздравляю с наступающим Новым годом всех жителей республики. Желаю всем очень крепкого здоровья, счастья, благополучия, достижения всех целей и планов и всего самого светлого и мирного. Да, спасибо, присоединяюсь, очень хочется именно такого. Да, то, что касается итогов деятельности Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, конечно, есть о чем рассказать. Как и в целом по здравоохранению по республике, по нашей, в нашей больнице, в частности, достижений очень много. Значит, начнем с того, что Центр экстренной медицинской помощи — это медицинская организация, которая оказывает экстренную медицинскую помощь пациентам, у которых возникли состояния или жизнеугрожающее состояние или нарушение здоровья, да? Значит, и когда человек нуждается в экстренной помощи, это говорит только о том, что это экстренная помощь, да, то есть в течение часа, в течение 2 мы должны уже иметь представление о диагнозе, мало того, что иметь понятие, что с пациентом, так это и уже определить тактику, более того, уже начать лечение. Это вот когда пациенту очень плохо, да, человеку очень плохо, он звонит в скорую помощь, да. И выезжает ваша бригада, которая, если невозможно оказать помощь на дому, увозит его в вашу республиканскую больницу номер 2, где в течение часа-двух вы проводите полное обследование и уже направляете дальше, либо оставляете у себя, да? Да. Вернее, бригада выезжает в скорой медицинской помощи и доставляет пациента к нам, мы уже определяем состояние экстренное или неотложное, или, может быть, переведен в плановое. Сортировка происходит, да? Кроме того, в нашу больницу доставляются пациенты по санавиации. Со всей республики? Да, со всей республики. И также, конечно, пациенты, которые желают обратиться с самообращением, ограничений совсем нет, да. То есть мы работаем 365 дней, 24 часа каждый день. То есть сам человек, который просто никаких у него критических ситуаций по здоровью нет, он просто хочет прийти обследоваться? Нет. А как? Когда у человека, например, какое-то состояние, которое резко, остро возникло и которое он понять не может, да, которого обычно нет у человека. Он да? сам может добраться до вашей больницы, да, и подойти в приемный. Да. Там, скажем, небольшие ожоги какие-то вдруг, да, человек, если самостоятельно может обратиться, переломы какие-то порезы, когда человек может сам быстро обратиться, то мы не отказываем. Я этого даже не знала. 24 часа в сутки. Ночью с ним может случиться, днем он может приехать на такси или как-то добраться, и там ваши врачи ему все расскажут. Значит, в 2024 году вообще в нашей больнице вот так вот, да, по экстренным состояниям в составе Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, кроме профилей, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях, еще есть травмпункт.
поликлиническое отделение травматологии и ортопедии, куда обращаются пациенты с травмами, да, травмы, укусы какие-то, повреждения какие-то острые, да. Это вот на территории тоже РБ-2 Это, травмпункт? это в здании скорой медицинской помощи травмпункт находится. На первом этаже. Мы там очень хорошо расположились, маршрутизация очень хорошие доктора работают там. Поток пациентов колоссально большой. Я к вам обращалась, кстати, в этом году. Была там действительно очень много людей. Я даже не ожидала, что столько людей у нас травмируются вот так каждый день, да. Да. Значит, ну и в 2024 году в целом, вообще в течение года в нашу больницу вот таким образом за оказанием неотложной, экстренной, вообще по самообращению обратились 45 тысяч человек. Около 45 тысяч человек, которым мы оказали медицинскую помощь. Даже если у пациента ничего острого, жизнеугрожающего нет, мы всегда принимаем, никогда не отказываем, потому что мало ли что может быть. Да, есть люди, у которых болевой порог терпения очень такой, ну, человек может не сразу понять, что у него какое-то острое состояние. Стационарно пролечились у нас, получили медицинскую помощь около 15 тысяч человек. Это вот как и во все годы нагрузка, конечно, на стационар очень большая, но в этом году она значительно увеличилась, эта нагрузка. Наверное, потому что мы все после пандемии, да, как-то... Возможно. Претерпели. Да. И около 15 тысяч человек у нас получили стационарную медицинскую помощь. Больница отработала очень слаженно, эффективно, и достижения определенные, они такие по показатели значительно улучшили мы в этом году, потому что все-таки уже отдаленные последствия прошедшей этой новой коронавирусной инфекции, да, и поэтому как-то уже более-менее так вот заходим в рабочий режим. Еще хочу поблагодарить за организацию сегодняшнего эфира вашего пресс-секретаря Республиканской больницы номер 2 Ольгу Голикову. Она сейчас нас тоже поддерживает. От нее я узнала, что в вашей больнице есть новый проект «Мобильный хирург». Да, «Мобильный хирург». Это проект нашей больницы, который начал работать с января 2024 года. Он начал работать на основании указа главы республики 176, который вышел в конце прошлого года, получается, да. И благодаря определенной такой очень быстрой, слаженной работе территориального фонда по приказу министра здравоохранения нашего Елены Николаевны Афанасьевой очень были приняты быстрые решения. Конечно же, это надо понимать, что финансирование из территориального фонда нашей республики, да, обязательно медицинского страхования, директор Александр Васильевич Горохов, да, и очень были приняты правильные, организационные, четкие решения нашим главным врачом, благодаря которому этот проект с 19 января начал работать. Это мы первый район, куда мы выехали, это был Нерюнгринский район. Ну, если сказать, что сколько человек получили медицинскую помощь, вот такую выездную, специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, это вообще в истории республики в первый раз, чтобы доктора-хирурги выезжали на базе ЦРБ, центральных районных больниц, и на базе центральных районных больниц оказывалась специализированная высокотехнологичная медицинская помощь. Это впервые в республике. Это очень был напряженный труд, ответственность такая, потому что когда здесь у нас операционные очень хорошо оснащены, полная больница анестезиологов, реаниматологов, других коллег, хирургов, травматологов, кардиологов и так далее, да, не страшно и не, плечо дружеское коллеги всегда чувствуется, и поэтому тщательная подготовка идет, всестороннее обследование, а тут хирургам приходится выезжать, обследовать, смотреть, предупреждать всякие осложнения, которые могут возникнуть, если
необдуманно брать, да, пациента на операцию в условиях ЦРБ, потому что вмешательства довольно-таки серьезные проводятся. Тогда, может быть, даже вот то, что новое оборудование, да, новейшие технологии, они где-то, может быть, даже могут и в минус быть, потому что привыкнешь, да, к хорошему. Ни в коем случае. Я вот Нет? сейчас это Только в могу плюс? объяснить. Да, это, конечно, только плюс. Вот мобильный хирургический центр, доктора мобильного хирургического центра, они в целом по республике все... Мы съездили, сделали 21 выезд в 15 районов нашей республики, да, это половина, считай, да, практически половина. Мы объездили республики за год. Значит, внедрены вот выполнение высокотехнологических операций, да, то есть эндопротезирование выполнили мы 61 эндопротезирование, 61 эндопротезирование. Это что такое? Тазобедренных суставов, это замена тазобедренных суставов в условиях ЦРБ. Кроме того, в Нерюнгринском районе в первый раз в истории республики мы провели высокотехнологичное рентген-эндоваскулярное исследование. Вмешательство, более того, да, то есть на сосудах нижних конечностей, на сосудах, на коронарных сосудах, на сосудах сердца, да, провели рентгеноваскулярное вмешательство, да, и кроме того, абдоминальная хирургия, то есть хирурги полостные, да, у пациентов с желчно-каменной болезнью, которые годами не могут выехать и попасть на операционный стол к хирургам в городе Якутске, таких пациентов мы лапароскопически выполняли операции, то есть мини-доступом, да, то есть без разреза живота. Это да? вообще фантастика. Да. И поэтому достижения очень хорошие, результаты очень хорошие. На самом деле, если вот так подумать, да, это мы вообще в этом году 598 случаев выполнили, да, то есть 598 человек мы прооперировали в условиях операционных ЦРБ. Да? Это вот 598 человек, проект очень хороший. Почему? Потому что 598 человек должны были выехать в город Якутск, потратить деньги на транспорт, где-то здесь проживать, как-то попасть в стационар, да? Ну, это намного, я считаю, намного облегчило населению республики. Конечно, это большая помощь, да, да, чтобы конечно. к себе приехали, да? Да. Более того, септопластика, да, вот все знают, наверное, в республике, что попасть к лор-врачу — это практически 6-7 месяцев ожидания, да, своей очереди. А мы вот более 90 человек прооперировали ЦРБ, это исправление искривленной носовой перегородки. Это в нашей республике это как-то краевая патология из-за нашего климата, из-за вот этого, да. Значит, то, что касается оборудования, да, в этом году мы наконец-то, все оборудования, опять же таки, которые при поддержке главы республики Айсана Сергеевича, при поддержке правительства нашей республики, Министерства здравоохранения нашего, да, мы в позапрошлом году вступили в проект перевооружения республиканской больницы номер 2, ну, то есть переоснащения. Мы переоснастили операционные свои, да, получили эндоскопические оборудование в лор-операционные, в нейрохирургические операционные, там как навигатор, микроскопы, эндоскопические стойки, артроскопические стойки, лапароскопические стойки. Благодаря этому это все такие высокотехнологичные оборудования, да, они помогают минимизировать риск при вмешательствах, потому что любое хирургическое вмешательство — это риск. Да? А тогда вот если они уезжают, ваши хирурги, в другие больницы, да, в другие районы, там же такой аппаратуры нет? Нет. Да, тогда все-таки лучше, если пациент сюда приедет, надежнее. Нет, мы с собой возим. Все свое с собой возим. То, что можно перевести, лапароскопическую стойку,
наборы инструментов для травматологов, ортопедов, система Лигашу для колопроктологов, да, Это что такая за эта система? система Лигашу, это тоже менее инвазивная, очень высокотехнологичная аппаратура, Чтобы это все быстро, без да, большего, да, такого без вторжения. большого риска, чтобы на колоректальной области могли произвести операцию. Это проктологи наши выполняют, да. И лор-врачи всю свою аппаратуру тоже, то, что можно перевозить, все перевозится. Кроме того, анестезиологи наши свое оборудование, которое они используют для проведения проводниковой анестезии, потому что у нас мало что делается под комбинированным эндотрахеальным наркозом, да, ну, то есть уже практически процентов благодаря тому, что вот и оборудование в операционной свои получили, и благодаря мастерству наших врачей, которых мы ежегодно процесс в течение года обучаем, да, менее инвазивное, даже вот анестезиологическое обеспечение, там, где нет слишком осложненных, гнойных, распространенных и так далее процессов, все производится менее инвазивно, ну, то есть проводниковая анестезия, проводниковый мини-доступ. Надежда Семеновна, извините, что перебиваю вас. Я бы еще хотела узнать о том, какие операции наиболее часто, вот, то есть с чем приходится более часто сталкиваться вашим врачам-хирургам в нашей республике, да, в нашем городе. У нас остается 5 минут до конца эфира, и чтобы, может быть, какие-то планы на 2025 год, может, поздравить еще хотите, просто вас информирую, чтобы мы все успели хотя бы из того, что запланировали. Ну, наибольший объем, конечно, это операции на желчном пузыре. Это по поводу холециститов калькулезных. Очень большое количество пациентов, которые нуждаются в септопластике, то есть исправлении искривленной носовой перегородки. И вот эндопротезирование. Вот то, что востребовано и очень нужно, необходимо нашим пациентам в ЦРБ. То мы и делаем. Но это вы по сердцу не берете, потому что у нас кардиологический центр, да, отдельно, там тоже экстренные. Нет, или ваши тоже делают? Вот в нейрингре стойка же есть только ангиографическая, и мы там делаем вмешательства, которые необходимы. Тоже, да, Да, конечно. Но получается, что неожиданно, что желчные, мочекаменные болезни лидируют. Что? Да, желчнокаменные болезни. Желчекаменные. Желчнокаменные болезни. Ну, это получается, на мочевом пузыре? Нет, на желчном пузыре. На желчном там, пузыре. Где печень. Ой, у меня познание, конечно, но неожиданно, что это именно лидирует. Может быть, какие-то планы на 2025 год вы поделитесь, и, может быть, еще какие-то поздравления? На 2025 год, конечно, как и у всех больниц, да, продолжить активно функционировать, оказывать экстренную медицинскую помощь в нашей больнице на достойном уровне, да, нашему населению, продолжить обучение своих специалистов, наших специалистов, которые будут оказывать эту медицинскую помощь, продолжить проект «Мобильный хирург» и выполнить все планы. Спасибо вам большое. Я вам желаю, чтобы у вас больше было вот таких вот проектов, да, которые необходимы людям, не только, получается, в нашем городе, да, в столице, но и в республике, где вас ждут, где ждут врачей, наверное, как богов, да, потому что, как без врачей? Никак. Что-то случается, мы, конечно, к вам идем. И пусть оборудование будет не только в Якутске отличным, да, но и хотелось бы, чтобы по районам тоже, чтобы ваши врачи приезжали и оказывались в комфортной для себя. Есть такие больницы. Да, профессиональной обстановке. Можете поздравить 2 минуты до конца эфира, и если хотите кого-то лично, может быть, из своих коллег, может быть, из ваших партнеров, может быть, просто ваших знакомых и наших, конечно, слушателей и зрителей. Центр экстренной медицинской помощи, очень горжусь своими коллегами, очень люблю их и хочу, пользуясь случаем, поздравить всех жителей республики с наступающим Новым годом. И хочу поздравить своих коллег, пожелать крепкого здоровья, дальнейших достижений, еще больших высот, терпения, умения, профессионализма, благодарных пациентов, и чтобы пациенты выздоравливали.
Спасибо вам большое в вашем лице всем врачам, которые нас столько времени поддерживают, помогают нам за своим здоровьем следить. И, наверное, вы ждете и от нас, да, что пациенты тоже будут о себе заботиться и вовремя как-то и обращаться, и, может, где-то какую-то профилактику проводить, чтобы не доводить до экстренных случаев и чаще, вернее, реже к вам обращаться, да, чаще идти в свою поликлинику и там получать какие-то рекомендации. Потому что за кадром мы поговорили, врачей расстраивает то, что люди к своему здоровью относятся не так серьезно, как нужно. Вы сказали очень важные вещи, потому что сейчас, как я уже говорила, в здравоохранении очень большие достижения у нас в республике. Во всех поликлиниках есть отделы диспансеризации, есть профилактические отделы, да, и пациентам надо не бояться ходить в свои поликлиники, надо ходить, надо у всех там по возрастам разделены, да, то есть кто должен пройти периодический осмотр, кто должен пройти диспансеризацию. Спасибо. Через 4 короткие минуты вернемся, оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем. Мы снова в прямом эфире, и в нашей студии новые гости. Я рада их представить. Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия сегодня в лицах. В нашей студии, в студии прямого эфира. Влада Тимофеева, генеральный директор музея, кандидат искусствоведения. Влада Владиславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Кравцова, заместитель генерального директора по научной выставочной деятельности музея, кандидат искусствоведения. Юлия Владимировна, добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию, прекрасно выглядите. Спасибо. И встречи с Национальным художественным музеем, я думаю, всегда и, наверное, всем людям дарят какой-то праздник, какой-то... Мы согласны. Да, какое-то настроение особенное, когда ты прикасаешься к вечному, да, к искусству, и в ваш музей всегда очень приятно приходить. И наверняка много было поводов для того, чтобы наши жители нашего города и гости нашей столицы обязательно в 2024 году посещали ваш музей. Сегодня время, когда мы подводим итоги, и расскажите, пожалуйста, о значимых мероприятиях, выставках, каких-то, может быть, проектах, которые 2024 год вот уже уносит с собой в эти дни. Да, 2024 год был особенным, потому что мы работали с очень известными крупными музеями, такими как Государственный русский музей, заповедник Свияжск, Татарстан, ну и многие другие. Наверное, жителям запомнилась выставка Айвазовского и великих русских маринистов, которая была показана в течение 3 месяцев, с 1 июня по 1 сентября. Всего было более 30 крупномасштабных полотен показано, и отдельный зал представлял творчество великого мариниста Айвазовского. Помимо этого, выставка была интересна тем, что в 3-м зале мы сделали интерактивное пространство, о котором давно наш музей мечтал, где можно было проводить и мастер-классы, и виртуальный филиал, и виртуальный был кинозал, и интерактивные зоны очень интересные. Но все это не мешало восприятию главного — живописи замечательных русских маринистов, в том числе Ивана Айвазовского. Помимо этого, если вспомнить самое начало, год мы открыли выставкой академика Зураба Церетели, приуроченной к 90-летию этого крупного мастера. Приезжали представители из академии и открывали этот вернисаж. Далее мы, конечно, продолжили работать с якутскими художниками. Была большая работа проведена совместно с Союзом художников Якутии. Например, запомнилась, наверное, многим выставка «Дух предков», где мы показали современное состояние искусства Якутии. И, как оказалось, многие современные художники обращаются к традиционной культуре, к мифу, фольклору. Поэтому достаточно интересный был проект. И до сих пор у нас идет необычная выставка «Время мамонта», где мы показываем совместно с Академией наук Республики уникальность нашей республики, связанную с палеонтологией, и показываем
холод как такой вот ценный ресурс нашей республики, благодаря которому сохраняется, ну, например, бивни мамонта, которые дали находки которых дали толчок как развитию различных легенд. Тот же наш Чисхан, да, возникает этот образ благодаря тому, что вечная мерзлота в Якутии сохраняет вот этот материал бивень мамонта. Ну и, конечно, косторезное искусство Якутии как один из ярких таких феноменов культуры России. Ну, это кратко. Может быть, какие-то проекты есть, которые будут перетекать в 2025 год? Может быть, еще о каких-то проектах вы хотите рассказать, Юлия Владимировна? Ну, вообще надо сказать, что выставочная деятельность, конечно, один из основных аспектов деятельности музейной. Влада Владиславовна отметила такие крупные проекты, но и в течение года мы, конечно, работаем очень плотно с нашей коллекцией, представляя творчество художников Якутии. В частности, на следующий год у нас перейдут выставки Николая Николаевича Иннокентьева, которая демонстрируется в выставочном зале Комдракмета. Мы приглашаем гостей и жителей посетить эту выставку нашего якутского мэтра. У него работы всем, я думаю, откликнутся, потому что они связаны с духом времени. Мы все с вами прекрасно знаем, что этот уходящий год связан с 50-летием Байкало-Амурской магистрали, а Николай Николаевич непосредственно был с живым свидетелем строительства этой масштабной масштабной стройки, и можно будет вот окунуться в эту романтическую эпоху 70-х годов. И также можно будет еще увидеть выставку якутского художника-графика Ватякова. Она очень интересна по своему содержанию, так как связана с такими понятиями, как смысл жизни, бренность человеческого существования. Я думаю, тоже будет многим возможность погрузиться в какие-то магический мир сновидений, фантастики, реальности и такой фантасмагории. Юрий Ватяков мне вот, например, очень нравится его творчество. Он так недолго же прожил, да? Да, он прожил очень недолго. И если вот так вот посмотреть даже развитие профессионального изобразительного искусства Якутии, именно почему-то талантливые мастера, вот как Валерьян Васильев, да, он тоже где-то 36 лет. Молодой. Семен Егоров, тоже первый профессиональный скульптор из народа Саха, тоже рано ушел из жизни. Ну, видимо, за такой короткий промежуток времени они, приехав после учебы в крупных городах России, внесли просто неоценимый вклад в развитие искусства Якутии, оставив, в принципе, большое художественное наследие, которое хранится в коллекции нашего художественного музея. Да, на то мы и Национальный художественный музей. Я хочу дополнить Юлию Владимировну. По нацпроекту «Культура» сейчас проходит уникальная выставка, которая организована совместно с ВХРНЦ имени Грабаря. Это Всероссийский реставрационный центр, посвященная средневековой русской живописи. Чем интересна эта выставка? Якутяне в буквальном смысле смогут пропутешествовать по нескольким храмам, начиная с XII века нашей эры. Например, храм Старой Ладоги, Великого Новгорода, Милётова. Также там представлена иконопись школы Рублёва. Там можно увидеть фрески. Это понятно, что уникальные реконструкции реставратора Овчинникова, но по его научной исследовательской работе творчества Феофана Грека и Дионисия. Вот, поэтому, приближаясь к Рождеству, мне кажется, эта тема будет очень, актуальна. И, кстати, наши рождественские каникулы тоже будут немножко таким эхом перекликаться с этой выставкой, потому что тема Рождества, она, корневая, она связана, да, с православной культурой. И сама экспозиция, она очень интересная, необычная, потому что там такие приемы применяются. Не каждый музей выстраивает такие, буквально целые куски храма, выстроены нами. Или позволяет прийти посетителю подняться на 12 метров высоты и попасть в барабан храма и увидеть эти фрески.
Ну вот в этом плане очень интересная выставка, поэтому приглашаем. Да, как раз мы же не можем обойти вниманием то, что очень скоро новогодние каникулы, да, и наверняка ваш музей распахнет двери для детей. И вообще у вас очень интересные проекты проходят, и музыкальные такие проекты, да, где вы приглашаете и школьников, и детей помладше, и приобщаете их к классической музыке. Да, у нас очень обширная всегда готовится публичная программа и в рамках выставочной деятельности, и в рамках научно-просветительской. Это и лекции, и мастер-классы, и различные интересные программы, интерактивные квизы, квесты. И мы начинаем работу уже сразу после январских праздников, выходных, да. С 3 числа мы приглашаем гостей и жителей нашей республики посетить наш музей и отдохнуть уже от поедания различных салатов, оливье и так далее, и окунуться уже в мир изобразительного искусства. К духовной пище приступить. Кто следит за нашими соцсетями, мы уже публикуем, какие будут у нас работать мастер-классы. У нас будет Дед Мороз и Снегурочка. Мы приглашаем семейную аудиторию провести время праздничное вместе со своими детьми, родителями. Программа рассчитана на разные возрастные категории. Я всегда говорю, лучше 1 раз прийти, чем 100 раз услышать. Поэтому мы всех ждем в нашем Национальном художественном музее с 3 января. Ваши выставки в музее можно ведь посмотреть, рабочее время это с 9 утра, да? Нет, мы работаем с 10 до 6, с четверга по воскресенье. В среду мы работаем с 12 до 8 вечера, и называется этот день «Музейная среда». Как раз в среду бывают концерты, какие-то вот такие более, поздние мероприятия. Каждую среду? Да, каждая среда у нас с 12 до 8. Это специально сделано для тех посетителей, которые работают, и, возможно, хотели бы вот вечером по пути домой, может быть, зайти в Национальный художественный музей. Вот это очень удобно, то, что есть вот такое время, да, потому что до 6 бывает, что не успеваешь. Да, да. Понедельник, вторник, выходной. Ага. Понятно, то есть каждая среда до 8, четверг и пятница. Суббота, воскресенье. И суббота и воскресенье до 6 часов. Да. С 10 часов. 10 до 6. А можно еще сказать про цены на билеты? Они, по-моему, очень символические. Очень демократичные. Да. Расскажи, Юлия Владимировна. В среднем, если так брать, посещение стационарной выставки, постоянной экспозиции обойдется, наверное, взрослому посетителю в пределах 200 рублей. Я считаю, 150, да, по-моему. 150. Там у нас есть различные скидки для разных возрастных категорий. Пушкинская карта еще можно. Пушкинская карта, безусловно. Наш музей, кстати, лидер среди учреждений культуры музейной деятельности по продаже билетов по Пушкинской карте и количеству участников этой программы. И к нам активно стали ходить школьники, а мы с вами прекрасно знаем, что Пушкинская карта рассчитана на аудиторию 14-22 года. Это довольно все-таки сложная аудитория, особенно подростковая. Но, тем не менее, используя новые формы работы, как квест, квиз, у нас аудитория прирастает. И благодаря этому федеральному проекту «Пушкинская карта», также то, что дает возможность детям использовать финансовые средства на карте, это тоже очень даже хорошо. И мы хотели бы как-то призвать подростковую аудиторию активно пользоваться этим проектом. Под конец года. Да. У кого-то, может быть, еще остались деньги на этой карте. Приходите в музей, смотрите наши соцсети. Мы предлагаем различный спектр мероприятий. Я думаю, каждый для себя найдет, как провести время в музее. Даже включая мастер-классы, у нас они тоже по сравнению с городскими ценами по довольно такой приемлемой цене. При этом наши мастер-классы ведут профессиональные художники, сотрудники нашего музея, которые действительно знают, что такое цвет, что такое композиция, как правильно выстроить все это на листе. И у нас прекрасные отзывы. Члены Союза художников. Да, уже, да. Но это надо подгадывать конкретно какое-то время, какой-то день. Можно посмотреть и выбрать для себя удобное время посещения. У нас все публикуется, каждую неделю. Когда ты хочешь с художником, чтобы тебе художник рассказал. У нас именно они сотрудники нашего музея, и они и проводят эти мастер-классы. Например, Семен Научканов, достаточно известный, скажем так, в Якутии художник молодой. Я думала, как экскурсию они могут провести.
ты можешь выбрать это. Экскурсии у нас художники проводят, например, у нас была выставка Михаила Старостина, и состоялся ряд творческих встреч с этим художником, большой успех они имели, и, безусловно, Михаил Гаврилович рассказывает о своих произведениях в рамках выставки, которая проходила у нас в выставочном зале. Да, проводил мастер-класс, бешеный успех был. Это очень у интересно аудитории, же. да. От самого автора. Я еще раз призываю подписываться на наши соцсети ВКонтакте, в Телеграме. Запрещенные мы не называем. Мы не ведем запрещенные сети, к сожалению, так как к счастью, мы государственное учреждение и должны соблюдать определенные... А в Телеграме вас как найти? Просто набираешь национальный художественный... Сахал музеем нам надо набрать, и выйдет... Если национальный художественный музей... Я думаю, тоже, наверное, выйдет в интернете, можно будет по каким-то пройти. Да, там уже можно будет посмотреть и по датам, и мероприятия. А кто к вам чаще приходит? Вот так, если не конкретно приглашать там, да, на мастер-класс каких-то там студентов или учеников, а вот просто в потоке. Кто больше? На самом деле у нас все мероприятия имеют целевую аудиторию. То есть мы изначально планируем свою деятельность, понимаем, что вот на это придут, скажем, творческая интеллигенция. Потому что мы обязательно проводим какие-то творческие вечера воспоминаний, да, это определенная аудитория. А также очень плотно работаем с детьми, начиная с детского сада. Вот у нас есть сотрудники, которые работают, я не знаю, почти 20 лет, наверное, вот они именно специализируются, такие как бы опытные методисты на младшем возрасте. Ольга Фролова у вас работает. Да, Оля Фролова, это, конечно, Наталья Игоревна. У нас появились молодые специалисты, которые тоже уже приобщаются к работе. Затем с такой сложной у нас аудиторией. есть методисты, которые специально разрабатывают на младший школьный сегмент. И обязательно подготавливают к каникулам. Если мы уже вперед понимаем, будут каникулы, большую программу разрабатываем. У нас есть для школьников интеллектуальная игра «Ценители музеев». Ежегодно она проходит. И мы активно работаем по Пушкинской карте. И здесь, конечно, выстреливают мастер-классы. Потому что, как Юлия Владимировна сказала, действительно у нас не так дорого. По Пушкинской карте мы работаем. И есть возможность у подростков, у молодых людей провести такие интересные время, используя Пушкинскую карту. То есть научиться рисовать, мастер-классы даже тебя учат, обучают. У нас остается 2 минуты до конца эфира. Поздравления, может быть, вы хотите какие-то сказать? Конечно. Подводя итоги 2024 год, мы, конечно, смотрим в будущее. Хочу сказать, что 2025 год будет не менее интересным. Мы приглашаем в феврале на выставку Даши Намдакова. Это давняя мечта нашего музея, вообще художников Якутии, потому что, как известно, этот скульптор известный, он родом с Дальнего Востока и большие связи имел с Якутией. И более того, следующий год связан с Великой Отечественной войной, и у нас будут крупные федеральные проекты, связанные с этой темой. Я думаю, что жители Якутска подпишутся на соцсети музея, на госпаблики и будут знать, какие происходят большие крупные выставки, мероприятия, и будут в курсе деятельности нашего музея. Поздравляю всех с наступающим 2025 годом. Я присоединяюсь к поздравлениям. Все мы в ожидании чудесного времени года и наступления каких-то новых чудес, в ожидании каких-то новых ярких событий, впечатлений. Я хочу пожелать нашим зрителям получить все эти возможности в наступающем году и, конечно, пригласить в Национальный художественный музей. Спасибо большое за приглашение. Мне кажется, нужно каждому из нас воспользоваться и прийти и порадовать себя красотой. Дорогие друзья, всех благодарю за внимание, всех с наступающим Новым годом. У меня сегодня завершающий в этом году эфир. И, конечно же, увидимся с вами в январе, в Новом году. Всем здоровья, счастья, берегите себя, заботьтесь о себе и приходите в Национальный художественный музей и радуйте себя красотой. Хорошего вечера.